Доброе время суток, уважаемые слушатели, уважаемые подписчики, добрые люди. Эта запись идет 22 февраля 2020 года. Завтра 23 февраля. День защитников Отечества. Ну вот в этот день, 23 февраля, в 1944 году, ингушский народ, вместе с ним и чеченский, были полностью высланы в Казахстан, в Среднюю Азию. Представьте на минуту, вот где вы сейчас живете, в квартирах, в домах, на улицах, я имею в виду соседи вот на улице, которые с вами живут люди. Представьте, в один день вас всех объявляют предателями, стариков, женщин, больных, детей, женщины, которые еще должны вот-вот родить. Всех абсолютно поголовно, всех объявляет предателями народа и выселяет в Казахстан, в Среднюю Азию. Конечно, сегодня в словах выселяют, это очень легко сказано, это очень трудно, очень сложный процесс. Те, которые не могли подняться с кровати, их прямо расстреливали. Тех, которых невозможно было забрать, или машин не хватало, или обстоятельства такие, что машины туда не доезжали до этих мест, дороги же не были, как сегодня. Этих людей собирали в одном месте и их расстреливали. Очень много таких случаев выявлено, прямо сотнями расстрелянных сел людей. Кто более-менее мог передвигаться, их перевезли во Владикавказ на машинах. Оттуда всех посадили в скотские вагоны. Вы представляете? Не в купе, не в плацкарт, не в теплые, а в холодные скотские вагоны, куда грузят скот. Вот это была политика Сталина, сталинизма, которые расправлялись с теми, кто им был неугоден. Что сделал народ, чтобы над ними так издевались? Конечно, можно говорить, оправдывать, но эта тема не сегодняшняя, это сегодня мы не будем далеко заходить. Будут еще очень много, дай Бог, записей, если Бог нам даст. И мы будем показывать, что собой этот народ представляет. Да и вы можете при хорошем желании поискать в интернете. И вот, пожалуйста, 23 февраля для этого ингушского народа и чеченского этот день проклятый раз и навсегда. Хоть этот день встречает вся страна, был проклят нами раз и навсегда. Есть такие слова в одном стихотворении про выселение. Поэтому хотелось бы сказать, люди мира, кто меня слышит, кто меня слушает, всех, для кого этот праздник 23 февраля, особенно для ветеранов войны, для стариков, для достойных мужчин, я вас поздравляю. Желаю вам всех благ, желаю вам всего наилучшего. Ну, поймите вы и меня, поймите наш народ. Ингушский народ 23 февраля не могут ни друг друга поздравить, не могут в этот день быть в праздничном настроении. Для ингушского народа 23 февраля это день траура. Чиновники стараются заткнуть рот, просят забыть, просят заткнуть все это.
Но чем дальше эта дата, чем больше власть глумится над этим народом, тем больше в народе проявляется скорбь, неуважение к этой власти, которая не делает абсолютно ничего, чтобы реабилитировать этот народ. Поэтому завтра для нас это поминки, будут делать пожертвования бедным, кто чем в состоянии дать какое-то пожертвование. 23 февраля для ингушского народа это день траура, день смерти, день уничтожения, издевательства над этим народом. Сотни, тысячи людей убиты. По некоторым цифрам до 60%, по некоторым минимум 50%, 40%. Разные цифры называют. В то время не было никакой статистики. Это все так примерно все описывает. Но очень много трупов, очень много с голоду, с холоду умершие, расстрелянные, убитые. Это на самом деле это невозможно передать в каких-то словах. Это плач души, это скорбь целого народа, это унижение, это оскорбление. И только потому, что ингуши хотели быть ингушами, сохранить свою нацию, сохранить свой народ. И такие, как сталинисты, не возлюбили этот народ, они их отправили на самоуничтожение, на то, чтобы они никогда больше не вернулись. Но они вернулись, их стало сегодня более 500 тысяч, их стало намного больше. А Сталин подох в своей собственной моче, и дай Бог, чтобы их последователи тоже так же подыхали в той же своей моче, и пусть они там встретятся в аду. Я им желаю то, что получил этот убийца, этот преступник, этот негодяй, это сволочь, преступник, которого никакими словами нельзя его оправдать его действия. Никакой Сталин не выиграл Великую Отечественную войну. Ингуши сражались, чеченцы сражались, воевали в этой войне. Народ воевал, народ отвоевал и Россию, и уничтожил фашизм в его сердцевине. А такие, как Сталин, наслаждались, жили и довольствовались, уничтожая сотни достойных людей у себя в России, на родине. Завтра траур, я приношу всем соболезнования тем, которые потеряли своих близких, родных, потеряли своих людей, которые и сегодня не знают, где похоронены. По дороге оставляли трупы, выносили и оставляли прямо на снегу. Приношу свои соболезнования вот этим людям.